Презентацию я назвал «Сингапурская модель и Центральная Азия». Многие из нас знают, что такое и где находится Сингапур. Нет? Кто не знает, где находится Сингапур? Не знаете. Хорошо. Я тоже не совсем знаю, я просто шахидру. Бахтиёрджон – это Юго-Восточная Азия. Это Юго-Восток, это там. Если карта мира, то есть в ту сторону. Если вы знаете про, то есть Малайзия, где находится, по сути, находится именно под Малайзией, да, то есть маленький кусочек малайзийской земли считается. Ну, раньше земля была малайзийская или малайская. В популярной литературе считается то, что Сингапур был основан 4 джентльменами. Тон Чин Чей, Ли Куан Ю, Го Кeng Суй и Раджа Ратнам. До вчерашнего дня, до последнего момента, допустим, ну, по крайней мере, я и Абдулло, наверное, скорее всего, Абдулло также, мы считали то, что это все, именно основание Сингапура и так далее, было связано с Лин Куан Ю, тот джентльмен. Мы читали его книги по сей день. Наверное, ты знаешь, что их было больше, да, бро? Нет, ну, я не знал, по крайней мере. То есть мы читаем его книги по сей день. В различных программах говорят только о нем. Как о интересной личности, который смог сделать Сингапур из одной из беднейших стран в одну из самых богатых стран мира. Я бы хотел вам напомнить, ребят, Сингапур – это очень маленький клочок земли. В процентном соотношении это 0,5% территории Таджикистана. 0,5%. 0,5% земли Таджикистана – это Сингапур. В экономическом плане сегодня, на сегодняшний день, общий валовый, да, то есть ВВП Сингапура больше, чем ВВП всей Центральной Азии. Сартун помещается этот клочок земли. То есть более 350 миллиардов долларов США. Окей, Ли Куан Ю. Лично я не сторонник того, чтобы зацикливаться на одном человеке. Я не любитель того, чтобы... Мы чаще всего с вами говорим о командной работе, правильно? Это мы, Мухаммад Мекнему Зурим Вагайра. То есть каждый из нас вносит очень важную лепту в развитии нашей организации, нашей компании, и мы это делаем вместе. Мы не зациклены на одном человеке. Мы не зациклены на Апай Мехри, на Насиме, допустим, на Абдулло, на Далере, на Зугуршо, да, то есть вот этот человек, поэтому мы идем далеко и быстро, да, грубо говоря. Чаще всего это очень простые вещи, которые нужно понимать и использовать в самом начале работы. В самом начале. It's all about the basics. Да, мы часто говорим об этом лучше. It's all about the basics. Очень простые вещи, которые чаще всего мы просто игнорируем, думаем, а почему у нас не получается? Когда я говорю нашим коллегам, ребят, сфокусируйтесь, должна быть 100% отдача. Когда вы работаете здесь и думаете о чем-то другом там, ваша деятельность или ваша эффективность, она падает. Нравится вам это или нет? Вернемся к Ли Куан Ю. Некоторые качества. Качества, которые... да, то есть подчеркиваются в интернете, люди, с кем мы общались там, в Сингапуре, люди, которые являются его учениками, которые работали очень тесно с этим человеком, говорят следующее. Скромность. В каком смысле? Да, то есть не в классическом понимании скромности, да, бачай хубай. Сингапур находится там, где на тот момент, в 60-х годах, было очень сложно, очень трудно. Войны, среди соседей было очень много столкновений, конфликтов, Вьетнамская война, разгар Вьетнамской войны. Да, то есть борьба против коммунизма на тот момент. То есть против нас, по сути, на тот момент. То есть мы боролись, чтобы там был коммунизм, они боролись против этого. В том числе этот джентльмен. Учитывая тот факт, что у него было положение высокое, он являлся премьер-министром Сингапура, он очень старался выстроить хорошие, правильные дипломатические отношения с соседями.
То есть свои личные интересы или свои какие-то амбиции, типа Тмедун он оставил на второй план и работал со своими соседями. Ребят, давайте работать вместе. То есть поодиночке мы многого не добьемся, мы не сможем ничего сделать. Давайте работать тесно, вместе. Только тогда мы сможем бороться с теми вызовами, которые были на тот момент в регионе. Окей? Он был результатоориентированный человек. Он себя таким зарекомендовал до самой смерти, в 2015 году, когда скончался. Стремление к высшей цели. По сути, человек такого положения, может быть, не всегда думает о том, что он или она может сделать для народов и для людей, за которых они отвечают. Для него были высшие цели, это то, чтобы создать условия для всех сингапурцев, чтобы у каждого из них была крыша над головой. Там специальные программы для того, чтобы продать дешевле квартиры, недвижимость для местного населения, учитывая тот факт, что у них такой маленький клочок земли и огромная экономика. Дисциплина и упорство. Знаете, он не бросал свои тренинги. Он тренировался каждый день. У него не было daily challenge, но он это делал постоянно. То есть велотренажер, бег и так далее и тому подобное, потому что для него это было очень важно. Открытость переменам. Очень часто люди, политики, в частности, наверное, очень закрыты к переменам. Нет? То есть какие-то новшества, какие-то нововведения, которые мы не совсем понимаем, мы очень боимся чаще всего. Но это пагубно. Со мной поделиться одной интересной фразой или выражением. То, что если ты находишься в яме, первое правило, ребят, если ты находишься в яме, первое правило – перестань копать. Очень интересно, да, если задуматься. И это очень простые вещи, которые просто нужно, к ним, может быть, прислушиваться и задуматься. Не? Уважать чужое мнение. Мы с вами уважаем чужое мнение? Я так лазером сделаю, чтобы вы увидели меня. Насим? Ребят, нам легко с вами говорить, нам это смешно. Как можно не уважать чужое мнение? Почему не прислушиваться к чужому мнению? Но это сплошь и рядом. Когда чужое мнение – это нечто не просто чужое, это нечто то, что не имеет, да, то есть не имеет какой-то определенной ценности. И очень интересную вещь сказали про Ли Куан Ю. Говорили то, что он не любил, по сути, его раздражало, когда с ним соглашались постоянно. С этим сталкивались, нет? Когда с тобой соглашаются, говорят, да, так и есть. Сатфуйзе. Наоборот, радуешься, да? О, спасибо, я все знаю. Это ему не нравилось. Это не означает, что он согласен со всем, что вы говорите. Если вы предоставляете какие-то аргументы, вы общаетесь, вы доносите что-то, это не означает то, что он соглашался. Но при этом он ценил тот факт, что вы могли открыто сказать руководителю государства, то, что в чем-то, может быть, он прав, в чем-то не прав. И в чем-то вы согласны или не согласны. Потому что только таким образом он мог научиться чему-то новому. У своих коллег, министров и так далее и тому подобное. Когда они не всегда соглашались. Понимаете, ребят? И постоянно самосовершенствование. Мы об этом часто говорим. Он знает, мы знаем, мы молодцы, move on. Постоянно работа над собой. Если вы остановились читать, изучать, что-то делать, ребят, у вас свои какие-то принципы по жизни. Второе. То, что я очень много слышал, и мы с вами постоянно слышим там, то есть я слышал там, то, что мы говорим чаще всего здесь, это такое понятие, как меритократия. Бехрус. Меритократия. Это не просто пустой звон. Эти ребята последние 40-50 лет только об этом говорили и использовали в практике. По крайней мере, старались. Есть определенные ограничения данной системы. То есть кто определяет критерии отбора. А почему именно эти моменты важны?
и так далее и тому подобное. То есть наша с вами меритократия здесь, в Алифе, она немножко отличается от того, что делают они там. Для меня это было новостью, потому что 9 декабря мы ничего не отмечали с вами, нет? Мне кажется, то, что в этот день, особенно сингапуровцы, по-моему, не отмечают этот день, потому что это не актуально. Так получилось то, что эти ребята довели понятие коррупции до минимума. Мы по-разному можем интерпретировать или понимать понятие коррупции. Этого понятия не существует там. Они говорят то, что это прошлое, то, что мы решили в свое время. То есть есть определенные институты, система, которая постоянно улучшается, обновляется и борется с такими проявлениями. Конечно, каждый год у них какой-нибудь скандал, какой-нибудь министр, какой-то политик что-то как-то сделал. Это единичные случаи. Они входят в десятку менее коррумпированных стран мира. Знаете, демократия имеет разные формы, да, и разные применения. Да. В практике она по-разному применяется. Американская демократия, японская и так далее и тому подобное. У Сингапура есть тоже, ну, по крайней мере, теоретически. Мы знаем то, что это так называемая представительская демократия. Партия Ли Куан Ю, она правила с самого начала до конца, то есть по сей день, более 50 лет. Там смены партий и так далее не было за этот период. И в какой-то степени, когда я просмотрел одно интервью с Ли Куан Ю, он сказал, то, что это не наш бизнес, это не наша работа, чтобы предоставлять хорошие условия для какой-то партийной или оппозиционной активности. Это не наша задача. Мы сделаем все возможное, чтобы держаться во власти. Да? Какие-то наклонности какие-то авторитарные, нет? Но дело в том, что люди голосуют. Представительская демократия, по сути, позволяет людям голосовать за людей в парламент. И та партия, которая наберет больше людей, станет правящей партией. На самом деле, Ли Куан Ю за 30 лет своей деятельности, он считался относительно, может быть, для западного мира, считался авторитарным руководителем. Представляете? То есть у него была жесткая рука правителя. То есть он был грозным человеком. Он был грозным человеком, который говорил и делал, но при этом одновременно он был справедливым руководителем, нет? Как можно совместить строгость и справедливость? Это возможно? Возможно. Но в силу того, что Сингапур – это маленькое государство, относительно маленькое государство с очень серьезными региональными вызовами и проблемами, этим ребятам нужно было что-то делать именно в плане дипломатии и регионального сотрудничества. В этот же период, в период становления Сингапура, появилось такое образование, как АСЕАН. То есть это ассоциация юго-восточных государств. Своеобразный такой блок, да, политический, экономический и военный блок в этом регионе, который включает в себя 10 стран региона. Такие страны, Лаос, Камбоджа, Таиланд, Мьянмар, Бруней, Малайзия, Индонезия. Эти ребята относительно разные. Они очень разные. Там живут буддисты, там живут мусульмане, христиане и так далее и тому подобное. Все эти государства, у них свои языки и так далее и тому подобное. Но для таких стран, как Сингапур, относительно маленьких и слабых на международной арене, им было важно быть частью какой-то формации, какого-то регионального образования, где они могли бы защищать свои интересы не только в регионе, но и в мире. Эти ребята именно в этой ассоциации одним голосом разговаривают с Китаем. ASEAN плюс China.
ASEAN плюс Россия. ASEAN плюс Соединенные Штаты. Они вот так кучкой толповой, да, то есть толпой такой, да, толпа карда, идут, разговаривают с другими странами, большими странами, влиятельными странами. Да, вот так они просто вот так собираются вместе. Абдул-Бадлович. Да? Баудур 200 мышта. Они вместе вот так собираются и разговаривают со всеми. Понимаешь, Искандар? Разговаривают. Я бы хотел плавно перейти к нашему региону. Плавно. Вопрос. Алматы Савол. Насколько опыт Сингапура и, скажем, в своих стараниях, каких-то определенных вопросах, что касается, скажем, формы правления, регионального сотрудничества и так далее и тому подобное, которые помогли, по сути, на сегодняшний день, помогли этому государству стать очень развитым государством, может как-то нам помочь в становлении наших государств, центральноазиатских государств. Нам это нужно вообще? Да? То есть мы постоянно в поисках улучшения модели развития, постоянно, правильно? То есть такого нет, что все у нас все хорошо, все нормально, свет, там, газ, вода, да, все спокойно, это хорошо, это самое основное, то, что должно быть, и, слава богу, у нас это есть. Что дальше? Самое интересное то, что министр иностранных дел Сингапура при встрече после своей небольшой презентации нам говорит: ребят, то есть мы никогда не настаивали и не будем настаивать на том, чтобы кто-то брал нашу модель и копировал ее. Потому что это неправильно. У каждого из вас есть свои какие-то потребности, определенные ценности, определенные вещи, которые отличаются от наших. Культурно, да, допустим, социально, экономически и так далее и тому подобное. Культура. Насколько мы отличаемся от центральноазиатов? Практически то же самое. Ош, плов, шашлык. Нет, токи, не токи. Все очень схоже, ребят. Религия. Большинство это мусульмане. 90 с чем-то процентов, я точно не знаю. Это религия. Играет ли это роль в сотрудничестве? Да, это играет роль. История показала. Опыт других стран показал. То, что мусульманская страна с христианской страной, им сложнее интегрироваться или сотрудничать. Просто сложнее. Это не невозможно, это сложнее. У нас Европейский Союз, у них общие ценности. Христианские ценности и так далее и тому подобное. А если то же самое будет с Туркменистаном, Кыргызстаном, Казахстаном? Более открытые и теплые взаимоотношения. Разве мы с вами не заинтересованы, чтобы Алиф существовал не в рамках только Таджикистана, но и Центральной Азии в целом? Акасиуш. Ну, я знаю, у тебя амбиции. Регионный Фурат. Огромная территория. Не? Это мир. Не, Казахстан, да, молодцы они вообще в этом плане. Постарались. Но это огромная территория, ребят. Хорошо, заключение. Я бы хотел с вами пообщаться и поговорить о некоторых вопросах до окончания встречи сегодняшней. Хорошо, Сингапур. Мы для себя узнали то, что это командная работа в какой-то степени, правильно? Личность играет роль. Ли Куан Ю сыграл ключевую роль в становлении нынешнего современного Сингапура. Акаурзу. Закон превыше всего. Хонун асхама баландас. Хуб. Акай Нурудин. Айхама баланд хонун. Абдул-Бадлович. Коррупция нету, толерантности коррупции. То есть это прошлое. Об этом никто не говорит, типа хамеша, хайчига. Такого нет. В 1986 году был серьезный скандал в Сингапуре, когда министра обвинили в том, что он получил взятку в $1 миллион у двух строительных компаний по $500 тысяч. Когда стали расследовать по приказу Ли Куан Ю,
расследовать данный кейс, через какое-то время, в том же году, он наложил на себя руки и убил себя. Из-за этого позора, насколько это было низко для этого чиновника, то, что он просто повесился. Я не знаю, повесился или он скрыл вены, но этот скандал до сих пор об этом говорят в Сингапуре. Насколько это унизительно для чиновника брать взятки. Для этих людей. Они азиаты. В какой-то степени наши ценности схожи с ними. Йоне. У Сингапура своя форма какая-то определенная демократии и, по сути, автократия, да, или авторитаризм в какой-то степени, можно сказать, можем не согласиться, помогла Ли Куан Ю достичь тех целей, которые есть. Поэтому не совсем, может быть, нужно закрывать на это глаза. АСЕАН как экономический блок, сотрудничество, как один блок, один голос, все довольны, они, по сути, решают свои региональные и глобальные вопросы вместе. Не один Сингапур или, скажем, Вьетнам, апайшануза. Не как одно государство, а как формация, апайшануза. Апайшануза. Центральная Азия. И имеет ли смысл продолжить изучение опыта тех стран, которые чего-то добились? Для нас с вами, для Центральной Азии, для достижения, по сути, общих интересов, как и государственных, так и региональных. И на сегодняшний день мы очень привязаны и очень зависим. То есть есть своеобразная, мне кажется, здоровая взаимозависимость между нашими странами. И я, если честно, я как человек, как личность, как гражданин Таджикистана считаю то, что более близкое, более теплое, хорошее отношение или так называемый союз в современном формате, не советский, может быть, а экономический союз, это то, что всем нам очень поможет для достижения своих государственных каких-то целей, для достижения экономических целей и задач. Thank you very much. У меня